Линдсей Фолкер родилась 30 декабря 1984 года в Великобритании. Она является второй дочерью в семье, у которой 3 сестры. Семья Линдсей была состоятельной, они жили дружно и очень тесно общались друг с другом. Ее родители господин Билл и госпожа Джулия. Ее старшая сестра зовут Луиза, а младшая Лиза. С детства Линдсей была послушной, трудолюбивой девочкой, всегда готовой помочь другим. В 2006 году Линдсей окончила университет Лидса с отличием по специальности биология. Ее жизнь в тот момент была яркой и полной обещаний. Будучи человеком свободным духом, Линдсей хотела провести несколько лет своей молодости, исследуя жизнь в разных странах, прежде чем создавать семью и устраиваться. Поэтому после окончания учебы она решила поехать в Японию, чтобы преподавать английский. Ее парень Райан Гарсайд также планировал поехать в Японию год спустя. Линдсей быстро нашла работу в школе Нова в Токио, одной из крупнейших образовательных организаций Японии. Она очень быстро адаптировалась к новой жизни и жила с 2 подругами, которые тоже были учителями в этой школе. Каждый день Линдсей ехала на велосипеде до железнодорожной станции, затем садилась на поезд до школы и обратно. Она часто поддерживала связь с семьей в Великобритании и делилась фотографиями о своей жизни и людях Японии. Очевидно, Линдсей была очень счастлива и довольна своей новой жизнью. Однако это счастье не длилось долго. Утром 25 марта 2007 года Линдсей попрощалась с 2 соседками по комнате, взяла портфель и учебные материалы и вышла из дома. Но она так и не вернулась. Во второй половине дня 26 марта родители Линдсей получили звонок от сотрудника школы, который сообщил, что она не пришла на занятия 2 дня подряд. До этого ее соседка по комнате уже звонила в полицию ночью, когда Линдсей не вернулась домой. Но по какой-то причине полиция все еще не начала расследование. Не стоит и говорить, насколько семья Линдсей была в панике, узнав эту новость. Ее отец, господин Билл, немедленно забронировал самый ранний рейс в Токио и связался с Райаном, парнем Линдсей. Услышав это, Райан застыл, сразу вспомнив историю, которую Линдсей рассказала ему 6 дней назад. 20 марта 2007 года в поезде по пути домой к Линдсей подошел незнакомый мужчина. Мужчина представился учеником Линдсей, но она точно знала, что это не так, потому что хорошо запоминала лица всех своих учеников. Несмотря на это, Линдсей вежливо поздоровалась из вежливости и старалась избежать его взгляда. Этот мужчина вызывал у нее чувство тревоги. Когда Линдсей сошла с поезда и, как обычно, поехала домой на велосипеде, она случайно обернулась и в ужасе увидела, что он бежит за ней. Подъезжая к дому, мужчина подошел ближе и сказал, что собирается учиться за границей, хочет улучшить свой английский и спросил, может ли Линдсей дать ему дополнительные занятия. Несмотря на внутреннее беспокойство, Линдсей старалась сохранять спокойствие, думая, что, возможно, он действительно просто хочет выучить английский. Когда они оба подошли к квартире Линдсей, мужчина сказал, что он хочет пить, и попросился зайти, чтобы выпить воды. Линдсей немного колебалась, но, зная, что 2 ее соседки по комнате находятся дома, она решила впустить его. После краткого приветствия с соседками по комнате, мужчина сел в гостиной и начал беседу с Линдсей. В конце концов, она согласилась преподавать ему в кафе рядом с железнодорожной станцией, думая, что людное место будет безопасным. Во время разговора мужчина нарисовал набросок лица Линдсей и написал на нем свое имя, номер телефона и адрес электронной почты. Его звали Тацуя Ичихаши. Первое занятие было назначено на 25 марта 2007 года. До этого Линдсей отправила сообщение Райан в Англию, успокаивая его, что не стоит беспокоиться из-за мужчины, который бежал за ней. Она думала, что он просто странный человек, и что, поскольку они будут заниматься в людном месте, все будет в порядке. Но Линдсей сильно ошибалась. Получив информацию, полиция проверила камеры наблюдения в кафе и ясно увидела, как Линдсей зашла внутрь вместе с Ичихаши. Линдсей выглядела обеспокоенной, постоянно трогала свои волосы. Они занимались около 50 минут, в то время как Ичихаши, казалось, что-то искал в своих сумках. Около 10 часов утра они вместе вышли из кафе и сели в такси.
В этот момент полиция установила, что Ичихаши был последним, кто видел Линдзи. Вечером 26 марта в 8 часов 9 полицейских прибыли в квартиру Ичихаши. Они разделились на две группы. Одна осталась на первом этаже, а другая постучала в дверь его квартиры на 4-м этаже. Однако, как только дверь открылась, Ичихаши внезапно выскочил наружу. С рюкзаком за спиной он босиком побежал через запасной выход жилого комплекса. Полиция попыталась преследовать его, но не смогла догнать, так как Ичихаши бежал слишком быстро. Так как никто не взял с собой рацию, группа на 4-м этаже не смогла предупредить тех, кто стоял внизу. В результате Ичихаши сбежал, скрывшись по извилистым улицам поблизости. Когда полиция проверила квартиру Ичихаши, они обнаружили беспорядок с женскими вещами, разбросанными повсюду. В углу комнаты они нашли сумку Линдзи, но это было еще не самое ужасное. Выйдя на балкон, полицейские увидели ванну, вынесенную наружу. Подойдя ближе, они с ужасом обнаружили, что ванна наполнена землей и песком, из которой торчала маленькая белая рука. Это было тело Линдзи Хокер. Обнаженное тело Линдзи было извлечено из ванны. Ее рот был заткнут шарфом, а руки и ноги были крепко связаны садовыми веревками. Тело Линдзи было покрыто синяками, что свидетельствовало о том, что она пережила длительное и жестокое нападение. Большой синяк на левой щеке размером с яйцо указывал на то, что ее несколько раз били по лицу. Другие синяки на теле показывали, что ее избивали и толкали в мебель перед смертью. Линдзи была жестоко задушена настолько, что хрящи шеи сломались. Ее голова была выбрита наголо, а волосы помещены в пластиковый пакет. В 3 часа утра 27 марта родители Линдзи получили самые ужасные новости для любого родителя. Тело их дочери было найдено. Поездка ее отца, начавшаяся как поиск дочери, теперь стала поездкой для опознания останков. Полиция начала расследование дела Ичихаши. Ему 28 лет. Он живет один в 3-комнатной квартире, которую его богатые родители купили в районе Ичикава, на восточной окраине Токио. Его мать стоматолог, а отец хирург. Однако с детства Ичихаши был разочарованием для семьи. Он не мог удержаться на стабильной работе и, несмотря на свои 28 лет, все еще жил на деньги, которые ему ежемесячно передавали родители. Ичихаши жил один, не имел друзей и увлекался насильственными комиксами. Он уже был арестован за преследование и нападение на женщин. На момент происшествия Ичихаши находился в отношениях на расстоянии с девушкой, с которой он встречался всего несколько раз в месяц. Он часто занимался в тренажерном зале и тренировался бегать, что может объяснить, почему он смог догнать Линдсей, когда она ехала на велосипеде домой 20 марта. После урока 25 марта Ичихаши сделал вид, что забыл деньги, и убедил Линдсей поехать с ним на такси к нему домой, чтобы забрать их. Линдсей попросила водителя такси подождать несколько минут, пока она поднимется с Ичихаши в дом. Однако после 7 минут, не увидев Линдсей, водитель уехал. Плакаты с изображением Ичихаши быстро появились по всему Токио. Новости о убийстве Линдсей широко транслировались на национальных и международных новостных каналах. Полиция призвала граждан предоставить любую информацию для поимки этого опасного преступника. В процессе расследования они получили около 8000 сообщений. Следователи обыскали район красных фонарей, мотели, гостиницы, но так и не нашли следов. Прошло много месяцев, и Ичихаши, казалось, исчез в воздухе. Пока полиция активно разыскивала его, в интернете появилась группа фанатов, которые восхищались Ичихаши, считая его героем, живущим вне закона, и бросали вызов полиции. Они даже называли Ичихаши самым красивым преступником Японии. Однако никто не мог предположить, что его красивое лицо уже изменилось. Ичихаши жил скрытно в общежитиях в Ибакаури, на северо-западе Токио. Увидев свое лицо на розыске по всему городу, он сделал все возможное, чтобы избегать камер видеонаблюдения. Ичихаши постоянно менял место жительства, использовал очки, парики и маски для маскировки. Однако он знал, что этого недостаточно. В безумной и смелой идее он решил сделать себе операцию на лице. Ичихаши купил аптечку, сам удалил большое родимое пятно на левой щеке и использовал ножницы, чтобы уменьшить нижнюю губу. В первый раз боль была настолько сильной, что он вынужден был остановиться.
Но через несколько дней он завершил операцию в общественной ванной. Он также пытался зашить нос, чтобы сузить его, но это было гораздо сложнее. Понимая, что самопроводимая операция недостаточна, Итихаси задумал другой план – заработать деньги для профессиональной пластической операции. Он взял личность умершего мужчины, чтобы устроиться работать каменщиком в строительную компанию в Осаке. Хотя коллеги замечали, что Итихаси странный и эксцентричный, никто не подозревал его. За 13 месяцев работы в компании Итихаси накопил около 1 миллиона йен. Эти деньги помогли ему сделать операцию на нос, чтобы он стал длиннее и выше. Операция прошла успешно, но Итихаси все еще не был доволен. Он хотел полностью изменить свою внешность. Через 2 года после происшествия, 24 октября 2009 года, Итихаси пришел в клинику пластической хирургии в Нагое, чтобы сделать операцию на губах и подрезать веки. При оформлении документов сотрудники клиники заметили большой шрам на его щеке. Шрам от предыдущей самостоятельной операции, когда он удалял родинку. Сотрудники клиники начали подозревать что-то, когда Итихаси согласился сделать фотографию для сравнения до и после операции. Они заметили, что его лицо очень похоже на лицо разыскиваемого преступника. Немедленно они позвонили в полицию. Однако Итихаси, обладая преступным инстинктом, почувствовал подозрение и быстро покинул клинику, сбежав на Окинаву, чтобы скрыться. На этот раз полиция проследила за Итихаси и арестовала его на пристани. Осознав, что у него нет выхода, он опустил голову и последовал за полицейскими в участок, быстро признав свою вину. Он рассказал, что случайно увидел Линдсей на поезде и тайно следил за ним в течение нескольких месяцев, прежде чем подойти к ней 20 марта. После того, как он обманом заставил Линдсей подняться в квартиру, чтобы забрать деньги за обучение, Итихаси затащил ее в комнату, изнасиловал и убил ее. Линдсей боролась отчаянно, но не смогла выбраться из этой трагедии полной боли. 11 июля 2011 года Итихаси был приговорен к пожизненному заключению с возможностью освобождения условно-досрочно в 2022 году. Во время ожидания исполнения приговора он написал книгу под названием «До ареста», в которой описал 2-летний путь скрытности и попытки изменить свою внешность. Книга разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. Итихаси заявил, что хочет отправить деньги от продажи книги семье Линдсей, но они отказались. Семья Линдсей сообщила, что они благодарны за то, что дело закрыто и справедливость восторжествовала, но Линдсей они потеряли навсегда. Ничто не может компенсировать утрату и страдания, которые им пришлось пережить. Они только надеются, что душа Линдсей будет в покое, а боль их семьи, хотя и не может быть стерта, со временем немного утихнет.